Новое руководство страны выполнит все поставленные задачи должным образом и в срок, заявил сегодня в социальных сетях премьер-министр Улугбек Марипов. По его словам, на сегодняшний день в Баткенской области ситуация на самом деле очень сложная, так как есть неописанные территории с соседними странами. Поэтому рассматривается вопрос присвоения особого статуса Баткену. Также он добавил, что Кабмин приложит все усилия для того, чтобы создать инфраструктуру в регионах. Мы же со своей стороны приложим все усилия для того, чтобы помочь гражданам, проживающим в этих местах. Как вы сами знаете, я считаю, что каждый, кто проживает сейчас на этой территории, герой. Ранее город Баткен назывался селом Баткен, и образован он был в апреле 1934 года как районный центр одноименного Баткенского района Орской области. В 1999 году для повышения эффективности управления этих земель после ряда нападений боевиков из 3 западных районов Орской области была образована Баткенская область с административным центром Баткен. В 2000 году селу Баткен был придан статус города. Первым мэром города назначен Султанов Мамасадык Мамадиевич. Вот уже 30 лет эта проблема с границами не заканчивается, так как в правительстве нет такого человека, который бы мог решить эту проблему, который знал бы историю. Например, есть топографическое училище. Вот именно эти задачи по приграничным вопросам решают эти самые топографы. Пока не придут такие вот специалисты, проблема никогда не решится. С таджикской стороной надо проводить регулярно переговоры. Эту проблему надо было решать давно, после того, как страны стали независимыми. Они решили приграничные вопросы. Мы были в эйфории, так как пришел новый президент. Эту проблему надо поставить на первое место и решить ее скорейшим образом. Баткенская область расположена на юго-западе республики. На востоке она граничит с Орской областью. На юго-западе и севере с республикой Таджикистан. На северо-востоке с республикой Узбекистан. В составе Баткенской области входят 3 района, 1 поселок городского типа и 31 аильный аймак. Также Баткенская область является единственной областью страны, на территории которой располагаются анклавы соседних государств Узбекистана и Таджикистана. После того, как мы стали независимым государством, проблема с границами осложнилась. Вот уже 30 лет приграничные вопросы не решаются, так как демаркация, делимитация полностью не закончилась. Напомним, что вчера также поменялось руководство области. Омурбек Суваналиев назначен полпредом региона. Сделано это было после митинга жителей области. Они выступили защитить земли от нападок соседей. На прошлой неделе на нескольких участках кыргызско-таджикской и кыргызско-узбекской границ были конфликтные ситуации. В связи с этим в Бишкеке вот уже 2-й день жители приграничных районов уходят на митинг, требуя решить проблему. Айжан Аманова, Улугбек Сулайманов, Нью ТВ.